Поломанные судьбы, разбитые надежды, невинные по сути, ушедшие навечно. Ежегодно, начиная с 1997 года, в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий. Жертвами репрессий стали представители самых разных групп населения всех национальностей, проживавших на территории Советского Союза. В Казахстане с 1921 года по 1954 год, согласно статистике, было осуждено около 100 тысяч человек. При этом более 20 тысяч человек были расстреляны. Также тысячи были приговорены к заключению с формулировкой «без права переписки», что по многим свидетельствам означало ту же смертную казнь. Для казахского народа период массовых репрессий обошелся очень дорого. До революции прослойка образованных людей из числа казахов насчитывала всего несколько тысяч человек. Политические репрессии, начавшиеся практически сразу после гражданской войны и усилившиеся в конце 1920-х годов в результате постоянных поисков врагов народа, выкосили наиболее активных деятелей Алаш-Орды, в том числе и занимавших достаточно высокие посты, имевших заслуги перед страной. Так, в конце 1928 года по ложным обвинениям были арестованы почти все активные члены партии Алаш, которых называли буржуазными националистами, а также ряд других видных деятелей. Это Ахмет Байтурсынов, Алихан Бөкейханов, Мыржакып Дулатов, Макжан Джумабаев, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров, Беймбет Майлин, Смагул Садвакасов, Абдрахман Байдильдин и другие. Часть этих деятелей была расстреляна, другие умерли в лагерях. Многие из выживших были позднее в 1937 году обвинены повторно и расстреляны. Частыми были обвинения в антисоветской агитации и пропаганде, которые нередко исходили от других граждан, соседей, сослуживцев и просто знакомых. Как выяснилось позднее, почти все эти дела были сфабрикованы, и на самом деле преследованиям подвергались те, кто пытался отстаивать интересы казахского народа, выступал против так называемых перегибов и злоупотреблений со стороны представителей власти. Поэтому после смерти Сталина был начат пересмотр таких дел. Многие были освобождены из мест заключения, а те, кто был расстрелян или умер, были реабилитированы посмертно. Эта работа была продолжена после обретения Казахстаном независимости. Известно, что в те годы проводилось много открытых показательных судебных процессов, но основная часть репрессированных осуждена тайно. Кроме всего этого, на территории Казахстана находились множество учреждений системных главного управления лагерей – ГУЛАГ, Алжир, Степлак, Карлаг и другие. Считается, что в казахстанские лагеря было отправлено более 5 миллионов человек. Также Казахстан стал местом для принудительного переселения множества представителей народов Кавказа, немцев, турок, иранцев, крымских татар, поляков и других. Многие из этих переселенцев смогли выжить в трудное время только благодаря помощи и поддержке со стороны казахского населения. Народ Казахстана бережно хранит память о миллионах жертв, пострадавших от политических репрессий. О временах террора подробно рассказывается в учебниках истории. На эту тему издаются книги, снимаются фильмы. В городах и селах страны установлены памятные стелы. Все это очень важно для того, чтобы общество осознало ценность мирного эволюционного развития и никогда не допустило повторения подобных событий.